Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 12 января – профессиональный праздник работников и служащих прокуратуры. Как встречают свой праздник служащие главного надзорного органа региона? Гости нашей студии сегодня: Иван Сергеев, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Якутии, и Владимир Кускашев, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Якутии. Иван Анатольевич, Владимир Анатольевич, здравствуйте. Но в первую очередь поздравляю вас с профессиональным праздником. Здравствуйте. Система органов прокуратуры России обширна. Прокуроры занимаются почти всеми вопросами. И хотелось бы узнать по вопросам обеспечения законности. Хотелось бы отметить, что органы прокуратуры – это единая централизованная система, которая осуществляет надзор за исполнением законодательства, соблюдением прав и свобод граждан. Целью надзора является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности. Пристальное внимание уделяем правовым актам, безбарьерной реализации прав граждан, в том числе социально уязвимых, защите публичных интересов и прав предпринимателей. Работа строится во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами и общественностью. Органы прокуратуры всегда доступны для граждан. Мы незамедлительно реагируем на обращения о нарушениях закона. Правозащитная роль прокуратуры очевидна. Мы этому вопросу уделяем принципиальное внимание, поскольку именно граждане отражают наиболее социально острые проблемы. Ежедневно прокуроры осуществляют мониторинг открытых источников. И скажу честно, публикации средств массовой информации зачастую являются поводом и основанием для прокурорского вмешательства. Для разрешения поставленных задач прокуроры наделены функционалом, который определен федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. И хотелось бы отметить, что по итогам прошедшего года нами пресечено более 50 тысяч нарушений закона, в суды направлено более 8 тысяч исковых заявлений, внесено 15 тысяч представлений. Более 10 тысяч лиц привлечены к установленной законом ответственности. Кроме того, по материалам прокуроров возбуждено 250 уголовных дел. В целом, механизм прокурорского реагирования позволяет обеспечить действенную защиту прав и законных интересов общества и государства. Иван Анатольевич, вопрос к вам. Как завершился 2021 год в республике в плане борьбы с преступностью? Каковы результаты? Да, в первую очередь, конечно, хотел сказать, что прокуратура является основным координационным органом в борьбе с преступностью. То есть мы координируем действия всех правоохранительных структур, а также всех государственных органов. Так как же завершился у нас год? Завершился год тем, что у нас рост регистрированной преступности на 7%. То есть если было ранее зарегистрировано 12 146 преступлений, то в этом году, к сожалению, зарегистрировано 13 005 преступлений. То есть у нас пошел такой заметный рост. Рост у нас зарегистрирован в 22 районах республики, существенно в Алданском районе, Мирном, Момском, Среднеколымском, Тампонском, Якутске и в других районах. Но вместе с тем в 11 районах отмечено снижение преступности, более существенно в Амгинском, Анабасском, Верхоянском и Ленском районах. Ну а из основных видов преступности хочу отметить, что у нас снизилось число преступлений против жизни и здоровья. То есть у нас умышленных убийств с покушениями снизилось со 117 до 103. Также у нас снизилось количество преступлений, таких как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, на 6,9%, это с 290 до 270, а также умышленное причинение среднего вреда здоровью на 12%. Но вместе с тем у нас отмечен рост преступлений против собственности на 11%. То есть с 5917 до 6610. В том числе у нас увеличился рост краж на 10%. Рост краж у нас произошел за счет хищений из магазинов, баз, складов. Количество хищений у нас выросло в 19 районах, в том числе в Якутске, Мирном и, как я уже говорил, в Алданском районе. Также у нас отмечен рост преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, так называемых повторных преступлений. Рост произошел на 9%. Удельный вырос этих преступлений вырос с 52 до 55%. Повторные преступления у нас выросли в 20 районах, причем существенно в городе Якутске, в Алданском, Кобяйском и Аймяконском районах. Также хотел бы коснуться темы преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря принимаемым, в том числе и органами прокуратуры, мер, у нас удельный вид совершаемых преступлений снизился с 48% до 44%.
Из самих преступлений в абсолютных величинах оно уменьшилось с 4992 до 3938. Но вместе с тем рост пьяной преступности у нас отмечается в 9 районах, в том числе, опять же, в Алданском, Вилюйском, Среднеколымском районах. Примерно такая картина. Владимир Анатольевич, сложная эпидобстановка негативно сказывается на качестве жизни людей. Что больше всего заботит население в период пандемии? Ну, действительно, пандемия потребовала от прокуроров существенного форматирования и надзорной деятельности. Широкое распространение получили приемы граждан посредством видеоконференц-связи, были организованы горячие линии. В прошедшем году к прокурорам обратились граждане в 22 тысячах случаях. Чаще всего население по-прежнему волнуют вопросы трудового, жилищного законодательства, земельного законодательства, законодательства об исполнительном производстве, в сфере ЖКХ, защиты прав несовершеннолетних. В период пандемии мы получали много сигналов о проблемах лекарственного обеспечения и доступности медицинской помощи, нарушениях трудовых прав граждан, в том числе на оплату труда, где после прокурорского вмешательства по истечении 2 лет была погашена задолженность в размере более 1,5 миллиарда рублей. Также население волновали последствия карантина, приостановившего деятельность отдельных организаций. По итогам анализа обращений прокурорами приняты меры к обеспечению прав несовершеннолетних, переведенных на дистанционное обучение, поскольку выявлялись проблемы с качеством интернета и отсутствием соответствующих устройств в отдельных семьях. В настоящее время граждан волнуют вопросы законности введения QR-кодов и отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации. Мы указанным фактам даем правовую оценку в ходе наших прокурорских проверок. Иван Анатольевич, каково сейчас состояние преступности в сфере телефонного мошенничества? Какими способами чаще всего пользуются мошенники? Да, я бы сказал так, телефонного-мобильного мошенничества. По итогам прошлого года количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, так у нас на официальном языке называется этот вид преступлений, возросло аж на 25%. Ну, резкий скачок. Да, очень резкий скачок, да. То есть, если в абсолютных цифрах брать, с 2287 преступлений до 2876, то есть около 600 преступлений. Из них краж совершено 936, мошенничество 1631. Наибольшее количество преступлений у нас совершено в городе Якутске, городе Мирном, Нерюнгри, Алданском районе, городе Удачном, поселке Хал, Ленском. Ну, видите, да, самый крупный промышленный центр у нас в этих районах произошло преступление. Намском, Мегин-Кангаласском, Хангаласском, Нюрбинском, Вилюйском и других районах. Общий ущерб составил 292 миллиона рублей. Почти 300 миллионов. Да, почти 300 миллионов. Наши граждане подарили этим мошенникам. Преобладают 4 наиболее распространенных способа совершения дистанционных хищений. Это мошенники представляются работниками банковских организаций. Мошенники совершают хищение посредством использования подложных объявлений о купле-продаже или аренде различных имуществ на таких интернет-площадках, как Авито, Дром, Юла и другие. Мошенники используют биржевые площадки, где предлагают быстрый заработок, так называемые инвестиции. Также использование мошенниками фишинговых сайтов, поддельных сайтов, так называемых, где получают доступ к конфиденциальным данным пользователя пароля, логины, пароли, реквизиты банковских карт. И, пользуясь случаем, еще раз хочу довести до наших граждан. Если вам звонят по банковским переводам, то имейте в виду, это вам звонят мошенники. Владимир Анатольевич, как органы прокуратуры обеспечивают поддержку и защиту прав предпринимателей? Действительно, мы открыты для взаимодействия с представителями бизнес-сообщества. В прокуратуре республики действует межведомственная рабочая группа, общественный совет, в состав которых включены представители предпринимателей. На системной основе мы проводим встречи с ними, и нарушения прав предпринимателя не пресекаются принципиально. В прошедшем году нами предупреждено более 200 незаконных внеплановых проверок бизнеса, ликвидирована задолженность по исполненным публичным контрактам на сумму порядка 700 миллионов рублей, отменены результаты полностью 12 проверок, и 19 должностных лиц органов контроля привлечены к административной ответственности за незаконное проведение таких проверок. Действие моратория на проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и принятие нового закона о государственном и муниципальном контроле, разработанного с участием органов прокуратуры, позитивно оценено бизнес-сообществом.
В целом нами обеспечено надзорное сопровождение функционирования двух территорий социально-экономического развития республики, где объем инвестиций превышает 70 миллиардов рублей и создано более 8 тысяч рабочих мест. Строятся объекты инфраструктуры. Прокурорское реагирование способствовало более эффективной реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, своевременному доведению средств до предпринимателей, которые были заняты в сельскохозяйственной сфере. И в целом работа по обеспечению прав предпринимателей она поставлена на особый контроль руководства органов прокуратуры. Иван Анатольевич, вы уже рассказали о статистике по преступлениям, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Все-таки цифра остается достаточно высокой. Какая работа ведется по снижению количества таких преступлений? Да, действительно, алкоголь остается основным фактором, способствующим совершению преступлений. И поэтому в этом году прокуратура совместно с правоохранительными органами власти республики с привлечением широких масс общественности проводится и проведена комплексная работа по снижению негативных последствий употребления алкоголя населением. Это мы провели весной открытый форум, разъяснительные выступления в коллективах и в средствах массовой информации, вели пропаганду здорового образа жизни, размещали различные социальные ролики. Также основным направлением противодействия алкоголизации населения является привлечение правонарушителей общественного порядка и лиц, осуществляющих незаконный оборот алкогольной продукции к предусмотренной законом уголовной и административной ответственности. При координации, в том числе органов прокуратуры, в этом году в городах Якутске, Нерюнгере, Ленском районе изъяты крупные партии контрафактной алкогольной продукции. В отношении их лиц, осуществляющих реализацию, возбуждены уголовные дела, избраны меры пресечения. Тем не менее, настораживает рост количества изъятой алкогольной продукции, в целом весь объем, и не отвечающей требованиям безопасной продукции. Это называется контрафактная продукция. Так, в сфере оборота незаконного алкогольной продукции изъято вдвое больше преступлений. И в целом, как результат, могу сказать, что снизился удельный вес преступлений с 48 до 44. Работа продолжается. У нас остается совсем немного времени. Что бы вы пожелали своим коллегам в этот праздничный день, в день 300-летия прокуратуры России? В первую очередь, конечно, хочется пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья, достатка в доме, пожелать всем им родным, поздравить их с прошедшими праздниками, с наступающим Старым Новым годом, нашим работникам, которые находятся на боевом посту, пожелать им успехов в работе, несмотря на тяготы и лишения прокурорской работы, пожелать им всех успехов в укреплении законности и правопорядка. Владимир Анатольевич. Спасибо. Для уважаемых коллег хотелось бы пожелать душевного спокойствия, и чтобы их всегда ждали дома, поскольку иногда для семьи у прокуроров остается меньше и меньше времени. Владимир Анатольевич, Иван Анатольевич, поздравляю вас еще раз с профессиональным праздником. Желаю вам дальнейших успехов в вашем непростом труде. Спасибо. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.